свободная воля – это одно из главных понятий в зороастризме, ключевое, собственно, то, на чем все и построено. Ну, я немножко, может быть, пару слов скажу вообще о зороастризме, о возникновении зороастризма, о влиянии зороастризма. И, может быть, для начала там несколько ложных мнений и ложных таких постулатов постараемся с вами устранить, убрать. Да? Ну, во-первых, вы, наверное, наверняка слышали, что зороастрийцев называют огнепоклонниками. Так вот, это такое дважды ложное определение. Ну, во-первых, потому что зороастрийцы почитают все стихии, все божественные творения в равной степени. И огонь, и воду, и землю, и воздух, и растения, и животных. Это во-первых. А во-вторых, слово «поклонник» никоим образом не подходит к зороастризму, потому что во время богослужения зороастрийского никогда ни священник, ни прихожане не кланяются. Потому что по зороастрийским представлениям Бог находится наверху, и поэтому лицо нужно к нему поднимать, а не опускать. Когда мы опускаем лицо отнюдь не к Богу. Поэтому это всегда такое меня забавляет, это определение. Да, огонь играет действительно особую роль в зороастризме, но он просто потому, что он наиболее чистая из стихий, чистая из божественных творений, потому что огонь самоочищается. Понимаете, если мы загрязнили воду, что-то в нее там упало, попало, да, она будет сохраняться в этом загрязненном виде, пока мы ее не очистим или пока не пройдет много там столетий, и все это осядет куда-то на дно. Да. Загрязненная земля тоже теряет свои свойства надолго-надолго. Воздух то же самое. И только огонь самоочищается, чтобы какая бы так сказать, скверна не попала в огонь, через некоторое время огонь становится чистым. Вот поэтому отношение к огню особенное, и поэтому огонь считается такой, ну, можно сказать, нерукотворной иконой. Не рукотворным, но, по сути дела, самым точным, самым тонким в материальном плане изображением Бога. Вот. Огонь – это изображение, это символ. То есть, в отличие от многих направлений там, таких ну, и околорелигиозных до зороастрийских существовавших, да, зороастризм не обожествляет материю, считает ее божественной по происхождению, но не являющейся божественной по своей сути. То есть все, что нас окружает, все это деяние Бога, все это сотворено Богом. И с этой точки зрения все вот это, вот все предметы, все, что сотворено Богом, все, что сотворено природой, все, что сотворено руками человека, который сотворен Богом, все это является божественным. Но оно не является Богом. Вот это очень важный постулат. Зороастризм – первая из пророческих религий, то есть были древние религии, старые системы верований, которые либо возникли как-то стихийно, либо утратили свою такую теорию, да, а были в определенный момент, то есть, собственно говоря, начиная с Заратуштры. Заратуштра был первым пророком, очистившим старые верования и создавшим стройную систему из них. Потом, после него были уже Будда, Моисей, Христос, Мухаммед, но это все было позднее. Первая религия пророческая и первая из единобожных религий. Кстати, это вот второе заблуждение, которое связано с зороастризмом. Часто про зороастризм, это больше ученые уже, какие-то ученые-мужи,
называют зороастризм дуализмом. Это в корне неправильно. Зороастризм – это чистый монотеизм. Есть только один Бог, только один Творец всего мира. Заратуштра обычно изображает вот с поднятым пальцем. Этот жест потом перешел в ислам, когда в исламе вот так пальчик поднимают, говорит, один Бог. Вот это, значит, символ, жест, пришедший из зороастризма. Есть только один Бог, есть только один путь, все остальные это беспутие.